Здравствуйте, в эфире информационный выпуск Амшипшара. Сегодня в программе «Продвижение национального турпродукта» правительство утвердило целевую программу по развитию туризма в Абхазии. Вседозволенность в интернете, анонимы в социальных сетях и как с ними бороться. Если в кране нет воды, водоканал разъясняет причины перебоя водоснабжения в городе Сухум. Делегация из Карачаева-Черкесии во главе с премьер-министром республики Русланом Казаноковым находится в эти дни в Абхазии. Сегодня прошла встреча делегации с премьер-министром Абхазии Артуром Микваби и членами Кабинета министров. Артур Микваби отметил, что правительство Абхазии заинтересовано в дальнейшем развитии отношений между республиками. Еще в 2012 году между двумя республиками было подписано соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Теперь стороны приступили к реализации этого договора. Обсудили план совместных действий на этот год. Министры культуры обоих государств уже наметили несколько мероприятий, которые в скором времени они планируют осуществить вместе. Буквально одновременно у нас возникла идея провести дни национальной культуры, то есть дни абхазской культуры в Карачаево-Черкесии и дни культуры Карачаево-Черкесии в Абхазии. Я думаю, что мы сможем включить в эти мероприятия многие наши коллективы, задействовать все направления культуры. Это будет прекрасная возможность почувствовать и прелесть нашего сходства культурного, и почувствовать прелесть каких-то различий в нашей культуре, которые тоже интересны. Мы обозначили уже более подробно, какими мероприятиями мы в ближайшее время наметим. Среди них это фестиваль Фазиля Искандера, который у вас проводился в Абхазии в прошлом году впервые, и в этом году планируется ближе к лету, и мы бы хотели действительно провести у нас в республике, как я говорила, зеркальное мероприятие. А также интересно будет сделать выставку, которая была в филиале Музея Востока в Майкопе, это выставка абхазских художников, и у нас в галерее уже готовы к тому, чтобы принять эту экспозицию. Будет очень интересно для зрителей, для жителей республики. Кабинет министров утвердил целевую программу по развитию туризма в Абхазии. На заседании правительства также принято решение перенести на 2018 год общереспубликанскую сельскохозяйственную перепись. Подробности в репортаже наших корреспондентов. В начале заседания правительства рассмотрели кадровый вопрос. Решением Кабинета министров Вячеслав Бганба назначен заместителем начальника Государственной миграционной службы Абхазии. Министр по курортам и туризму Автандил Гарский представил на рассмотрение членам правительства целевую программу развития туризма в Республике Абхазия на 2016 год, цель которой, по словам министра, продвижение национального туристического продукта. Планируется установка туристических информационных центров на российско-абхазской границе по реке Псо и по всей республике. Речь идет об обеспечении полной информации всех составляющих туристического продукта. Это не просто номера телефонов, служб, и это очень обширный реестр. О гостиницах, ресторанах, развлечениях, транспорте, о бронировании гостиниц и других мест размещения. На информационных счетах будет исчерпывающая информация об основных памятниках архитектуры, культуры и достопримечательностях. Кроме того, планируется создание реестра транспортных коммуникаций, описание маршрутов городского транспорта. Словом, информационные центры – это своего рода наглядная карта для приезжающих на отдых. Турист должен обладать полной информацией, отметил министр. Второй по важности аспект целевой программы, по мнению Гарски, это кадровое обеспечение отрасли. От того, как подготовлены и обучены экскурсоводы, зависит многое, считает Автандил Гарский. Экскурсоводов для туристической сферы республики теперь будут готовить в Абхазском государственном университете. Премьер-министр Артур Микваби подчеркнул, что туристическая отрасль – это базовая для страны отрасль, благодаря которой существенно пополняется бюджет, и предложил членам правительства проголосовать за предложенную программу. На реализацию целевой программы по туризму в 2016 году заложено 4 миллиона рублей. Решением Кабинета министров общереспубликанская сельскохозяйственная перепись, запланированная на 2016 год, переносится на 2018 год. О причинах этого сказала начальник госстатистики Кама Гогия. Сама перепись для Абхазии, в масштабах Абхазии, она очень громоздкая, и проводится впервые. В то время как в России первая сельхозперепись была проведена в
в 2006 году, и в 2016 будет проводиться вторая сельскохозяйственная перепись. Я думаю, нам тоже было бы хорошо и полезно посмотреть опыт проведения сельхозпереписи российской, и с учетом, так сказать, российского опыта нам тоже спланировать следующие шаги подготовительного этапа сельхозпереписи. Премьер-министр также обратил внимание, что сельскохозяйственная перепись – очень нужное мероприятие и необходимо к ней как следует подготовиться. При утверждении нормативных документов Государственной инспекции по карантину растений генеральный прокурор Алексей Ломя, напомнив, что с 1 марта 2016 года вступает в силу закон о противодействии коррупции, отметил, что передача наличных средств инспекторам будет рассматриваться Генпрокуратурой как коррупционный фактор. Тоже касается таможенных служб и налоговых органов. Все сводится к тому, что необходима единая система оказания государственных услуг через банки, выставляя счета, сказал вице-премьер Дмитрий Сериков. Однако этот вопрос нужно решать в комплексе, и установка терминалов проблему не решит. Министр экономики Адгур Ардинба представил проект постановления о предоставлении фирме Гуандра права пользования участком недр для добычи подземной питьевой воды в селе Гуандра Гулрыбского района. По предложению премьер-министра срок аренды снижен с предлагаемых 10 лет до 3. Также члены правительства проголосовали за предоставление фирмам Московский Абхазский коммерческий союз и Галнирудпром право пользования участками недр в пойме рек Моква и Алтга Чемчирского района. На заседании Кабинета министров рассмотрели и другие вопросы. Амрамич Бальдардамиров, Абхазское телевидение. Чрезвычайный полномочный посол Абхазии в России Игорь Ахба встретился в Москве с губернатором Нижегородской области Валерием Шанцевым. Во время встречи была достигнута договоренность об открытии ряда совместных предприятий в области производства и переработки, сообщают российские СМИ. По словам Валерия Шанцева, в 2 раза вырос торговый оборот Абхазии и Нижегородской области. Увеличились посещаемость курортов Абхазии нижегородскими туристами. В свою очередь, Нижегородская область поставляет в республику грузовые автомобили и автобусы. Игорь Ахба отметил, что в 2015 году Абхазию посетило 300 тысяч туристов из Нижегородской области, что составляет 10% от всех российских туристов. Однако в планах на 2016 год увеличить туристический поток до 600 тысяч человек. Он также отметил, что Абхазия очень заинтересована в скорейшем создании совместных с Нижегородской областью предприятий. Прокуратура Международного уголовного суда приступила к расследованию преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных на территории Грузии и Южной Осетии в 2008 году. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте суда. По мнению Палаты предварительного производства, есть основания полагать, что в ходе грузино-юго-осетинского вооруженного конфликта в 2008 году действительно имели место преступления, подпадающие под юрисдикцию МУС. Официальный представитель Следственного комитета Российской Федерации Владимир Маркин тем временем заявил, что Россия представила Международному суду ООН все материалы по преступлениям, произошедшим в ходе конфликта в Южной Осетии в 2008 году. Американская неправительственная организация Freedom House отнесла Абхазию к категории частично свободных территорий с неопределенным статусом. По уровню соблюдения прав человека Азербайджан получил 16 баллов, Армения – 46, Нагорный Карабах – 33, Южная Осетия – 11, Абхазия – 42 балла. Freedom House ежегодно оценивает уровень политических и гражданских свобод в 195 странах, которые делятся на свободные, частично свободные и несвободные. 25 января в МГУ отметили Татьянин день и День студента. Этот праздник возродил ректор МГУ Виктор Садовничий почти четверть века назад. День рождения университета 25 января, и в этом году ему исполнилось 260 лет. Начался праздник традиционно торжественной службой в храме мученицы Татьяны. Затем в актовом зале университета прошло торжественное заседание, на котором выдающимся ученым вручили премии, в числе их и академик РАН, ректор АГУ Олег Угварами. Виктор Антонович сделал все для того, чтобы наш университет через месяц после окончания войны был принят в Евразийскую ассоциацию университетов. Это был большой аванс. И вот, будучи, вот он несколько раз бывал в Абхазии, самая большая оценка, он сказал, да, не ошибся. Это самая большая награда для нас. Виктор Антонович, дорогой, коллектив дорогой, мне дорогой коллектив, я от всей души поздравляю вас с сегодняшним днем
Я уверен, что те шаги, которые вы сделали, они, во-первых, помогли нам выжить и развиваться. Евразийская ассоциация приняла нас в 1993 году, в 2008 нас признала Великая Россия. В прошлом году нас приняли в Оксфордский академический союз. Надеюсь, пройдет время, и Запад тоже нас признает. Я искренне вас всех поздравляю, обнимаю. Всего-всего самого доброго и самого наилучшего. Вперед, Россия, вперед, НГУ! К другим новостям. Интернет-тролли и как с ними бороться. Какие меры возможно предпринять, чтобы у свободы, царящей в сети интернет, не проявлялась ее оборотная сторона, вседозволенность и безответственность? На эти вопросы попытались ответить наши корреспонденты. Репортаж Ренаты Шакая. В последнее время все чаще встречаются суждения о том, что поведение пользователей интернет вышло из-под контроля, и что это совершенно очевидно на примере популярных в Абхазии социальных сетей. Характерная черта социальной сети – возможность создать виртуальный образ, который легко корректируется. Анонимы – новый вид так называемых преступников. Мы сейчас говорим про те преступления, которые совершаются под прикрытием анонимности, когда некто, прикрываясь ником, может третировать вас и ваших родных, угрожать жизни и здоровью, оскорблять. Это такое же преступление, как и те, что совершаются в реальной жизни, и законодательство должно это предусматривать. Выдержать весь негатив анонимных пользователей удается не всем. Кто-то покидает просторы интернета и удаляется, а кто-то обращается за помощью в правоохранительные органы. В марте 2015 года в Генеральную прокуратуру Республики Абхазия поступило заявление от гражданки Гилаян Элеоноры по факту опубликования в абхазском сегменте социальных сетей Facebook и ВКонтакте интернет-постов, порочащих ее честь со стороны анонимных пользователей. Данное заявление было передано по подследственности Следственного управления Министерства внутренних дел Республики Абхазия. Законодательство нашей страны предусматривает ответственность за публичное оскорбление, клевету и вторжение в частную жизнь. Об этом гласит часть 2 125 статьи Уголовного кодекса страны. Со слов редактора нужной газеты «Изидычане», МВД не особо проявляет инициативу в раскрытии подобного рода преступлений. Заявления поступают, а результатов нет. Меня несколько раз вызывали в МВД, пытались опросить. Мне кажется, что это имитация работы, потому что я не верю, что в нашем обществе нельзя найти человека, который оскорбляет. В общем-то, их на самом деле не так уж много. Это максимум десяток человек, которые себе позволили такой выходящий за пределы приличия поведения. И все-таки, на мой взгляд, спецслужбы должны заняться этим совершенно конкретно. И по поводу этих людей, конечно, должны возбуждаться уголовные дела за нанесение оскорбления. Если в других странах Facebook – это площадка для общения, обмена мнениями и знакомств, то в Абхазии это некая политическая арена, в которой анонимы правят балом. Оскорбления и дезинформация постепенно перетекают в бытовую жизнь. Нельзя быть культурным и воспитанным в жизни и хамом и беспредельщиком в интернете. Когда-нибудь эпоха анонимов пройдет. И даже в этом придуманном мире должны быть вменяемые границы и нормы хотя бы в рамках саморегуляции. Депутат Народного собрания страны Тенгиз Агарба иное количество раз попадал под злостное перо анонимов. Вот буквально на днях в социальных сетях он опубликовал свое мнение об анонимах в интернет-сообществе. Марк Цукерберг стоит во главе компании, которая стремилась сохранить свою реальность. Реальные люди, реальные действия, реальные имена. Сейчас все поменялось. Слишком многие хотят сохранить анонимность при своих действиях. И это, без сомнения, первый шаг навстречу неизвестности. Но, тем не менее, пока что анонимный вход вовсе не означает того, что вы сможете заходить в Facebook анонимно. Рената Шакая, Беслан Джинджоли, Абхазское телевидение. В последнее время участились перебои в водоснабжении столицы республики. Наши корреспонденты выясняли причины в муниципальном унитарном предприятии МУП «Водоканал». Проблема водоснабжения столицы республики существует многие годы. После введения графика веерных отключений вода в Сухум вновь стала поступать с перебоями. Именно поэтому люди стали чаще звонить в диспетчерскую МУП «Водоканала».
и выражать свое недовольство. Но не всем известно, с какими трудностями приходится ежедневно сталкиваться работникам водоканала. Это и многочисленные аварии на насосных станциях и устаревшие трубы. А с приходом зимы проблема становится еще более существенной. Напряжение в сети настолько слабое, что моторы не в состоянии работать в полную силу, или же их приходится периодически отключать. Но в связи с верным отключением электроэнергии по всей стране еще в начале недели случаи отключения воды по всему Сухумскому району участились. Мы круглые сутки работаем, все насосные хорошо работают. Но сейчас в связи с этим графиком наш режим полностью поменялся. В городе, внутри города тоже находятся маленькие подкачивающие насосные станции, которые на высоту подают и так далее. Когда мы качаем воду в город, там отключение с 10 часов. Они не успевают перекачать. Но когда в городе свет дают, отключение происходит на головных насосных станциях. Третья Сухумская водонасосная станция, которая находится в районе Бакмарана, обеспечивает питьевой водой несколько населенных пунктов. Этот резервуар вмещает в общей сложности около 1000 кубометров воды. Вода в резервуар поступает из 13 скважин и только потом распределяется по разным районам. Перебои в работе здесь бывают в основном только из-за проблем с электричеством. В данный момент показывает напряжение вместо 10 – 9. 9,1, 9,2 киловольта. Сюда приходит к нам 8,7, 8,9 киловатт напряжение. Мы, когда начинаем включать оборудование, он еще ниже сажает эту линию, и где-то, значит, у нас получается 8,5. В пределе мы работаем. Для того, чтобы население не оставить без воды, на мизерном напряжении, на них работает. По всему Сухуму на сегодняшний день работают 3 основные насосные станции, а значит, проблема существует и на остальных. Как бы ни старались работники водоканала подстроиться под ситуацию, полностью решить проблему водоснабжения города до отмены верных отключений никак не могут. Сария Смар, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. И в завершение выпуска о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, в пятницу в Абхазии ожидается облачная погода, ночью и утром дождь, днем погода прояснится. Температура воздуха ночью 24, днем 8-10 градусов, температура морской воды 9 градусов. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго.